Добрый вечер, уважаемые гости! Мы рады приветствовать вас в Казанской национальной консерватории имени Курмангазы на вечере фортепианной музыки памяти учителя. Сегодняшний концерт посвящается великому педагогу Еве Бенедиктовне Коган. Ева Коган – пианистка, композитор, научный и общественный деятель, музыкальный редактор, заслуженная артистка КАЗ-СССР, профессор Казанской национальной консерватории имени Курмангазы, основоположник фортепианной школы нашей страны. Одаренная пианистка лучшие годы своей жизни, мощь своего таланта отдала становлению и развитию пианистической школы республики, исполнению, популяризации музыки казахстанских композиторов. Она была первой исполнительницей многих произведений отечественных авторов, ярким интерпретатором шедевров мирового пианистического репертуара. В своей более 30-летней деятельности она была многогранной, талантливый, сольный и ансамблевый исполнитель, редактор фортепианных произведений казахстанских композиторов, а также автор фортепианных сочинений. Ева Коган, как педагог, воспитала целую плеяду ярких пианистов, которые сегодня составляют элиту фортепианного искусства. Она развивает и обогащает заложенные ею основы и принципы исполнительства и образования. На сегодняшний день эти замечательные традиции и путь Евы Коган продолжают ее ученики, профессора и доценты ведущих вузов Казахстана и зарубежья. Одна из первых выпускников класса профессора Евы Коган – Елена Шин. Чистый, великодушный, добрый, соболезнующий. Он исполнен был одним чувством, самым благородным из земных чувств – любовью к родине, пишет Ференц Лист о своем друге и коллеге Фридерике Шопене. Откроет наш вечер ноктюрн до минор, опус 48, номер 1, великого польского композитора, пианиста Фридерика Шопена. На сцене деятель культуры Республики Казахстан, доцент Елена Шин.
Шопен. Скерцо номер 3. До диез минор. Сочинение 39.
Шопен. Фантазия фа минор. Опус 49.
Сергей Рахманинов, этюд картина «Ми бемоль минор», сочинение 39.
Вариации на тему Карелии Сергея Рахманинова – одно из поздних произведений русского композитора, размышления на излюбленную им тему вечно бегущего и все уничтожающего времени. Вариации написаны в 1931 году за рубежом, посвящены Фрицу Крейслеру. Рахманинов сам впервые исполнил вариации на тему Карелии и впоследствии множество раз играл это произведение в разных концертах. Будучи гениальным пианистом, он использовал в вариациях практически всю палитру возможностей рояля, соединив виртуозную технику с тонкими жанровыми стилизациями и изысканной колористикой. Сергей Рахманинов. Вариации на тему Карелии. Сочинение 42. Ре минор.
завершении нашего концерта вы услышите «Вокалист» сочинение 34, номер 14 Сергея Рахманинова в обработке Алана Ричардсона.
Елена Ильинична Шип празднует 50-летний юбилей педагогической деятельности. Поаплодируем. Более 400 ее выпускников развивают академическое искусство страны. Ваши бурные овации. Уважаемая Елена Ильинична, примите букет от международной творческой организации Art Forum of Kazakhstan. На сцену приглашается руководитель службы по организации концертно-творческой деятельности Айнур Аязбаева. Добрый вечер, уважаемые наши гости. Мы рады приветствовать вас на нашем концерте, который проходит третий день. Позвольте от имени руководства Казахской национальной консерватории зачитать поздравительный адрес. Уважаемая Елена Ильинична, позвольте поздравить вас с 50-летием творческо-педагогической деятельности и выразить искреннюю благодарность от имени всего коллектива Казахской национальной консерватории имени Курмангазы за большой вклад в развитие вуза. Ваш высокий профессионализм, педагогический талант, самоотверженный труд и любовь, которую вы вкладывали в каждого своего ученика, снискали к вам уважение как коллег, так и тех, кто на протяжении долгих лет работы в консерватории учился в вашем классе по фортепиано. Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и долгих лет жизни. С уважением, исполняющий обязанности ректора, профессор Гульнар Абдрахман. Поздравляю вас. На этом наш концерт подошел к концу. Ждем вас завтра на концерте «Казахская рапсодия», где прозвучат премьеры разных сочинений для фортепиано отечественных композиторов, который состоится в 19:00 в стенах этого зала. До новых встреч! До свидания!